Время новостей на ТР. Вы смотрите «Заман». 21 декабря. В студии София Абляева. Добрый вечер. Европейские санкции против России вступили в силу. Совет министров утвердил решение лидеров ЕС, и экономические ограничения будут действовать еще полгода, до 31 июля 2018. Продление санкций одобрили за невыполнение России Минских соглашений по регулированию конфликта на Донбассе. Антироссийские ограничения Евросоюз ввел в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на востоке страны. Тема вооруженного конфликта на востоке Украины была главной во время встречи президента Украины Петра Порошенко и главы МИД Канады Христи Фриланд. В частности, стороны скоординировали дальнейшие действия по размещению миротворческой миссии на Донбассе и обсудили возможный сценарий обострения ситуации. Также президент поблагодарил Канаду за поддержку в противодействии российской агрессии и за то, что Канада включила Украину в список стран, в которые разрешены поставки оружия. А Христи Фриланд, в свою очередь, сообщила, что Канада выделит почти $8 миллионов на помощь Донбассу. 128 голосов «за», несмотря на угрозы США. Генассамблея ООН проголосовала против признания Иерусалима столицей Израиля. Документ призывает Соединенные Штаты отозвать решение Трампа о переносе своего посольства в Иерусалим. В Белом доме уже заявили, исполнять эти рекомендации не намерены. Во время выступления на Генассамблее постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Ники Хейли пообещала: Вашингтон запомнит это голосование и всех, кто проголосует «за». Правительство США перенесет свое правительство в Иерусалим, несмотря ни на что, сообщила Ники Хейли. Оккупационный Верховный суд Крыма отклонил апелляцию 3 фигурантов так называемого дела бахчисарайской «шестерки» Хизбут Тахрир. Сейран Салиев, Мемет Белялов и Тимур Ибрагимов останутся в СИЗО до 9 марта следующего года. Как прошло сегодняшнее заседание, расскажет наша Эльвина Сейдбулаева. Около Верховного суда собираются десятки крымских татар. Здесь рассматривают апелляционную жалобу фигурантов так называемого бахчисарайского дела Хизбут Тахрир. На скамье подсудимых Сейран Салиев, Мемет Белялов и Тимур Ибрагимов. Поддержать их пришли жены и родственники. Муминия Салиева без отца воспитывает 4 детей. Совершается террор в прямом смысле этого слова. Они, то бишь представители судопроизводства, ФСБ и остальных служб, забрав наших мужей, лишили этих детей отцов, лишили родителей их сыновей. Заставляют наших ребят, которых с 8 утра везут на заседание, находиться целый день голодными. И, как отметил адвокат, это приравнивается к пыткам. Это террор. Оккупанты заседание суда объявили закрытым. Женам и родственникам запретили увидеть незаконно арестованных крымских татар. Люди возмущены и написали 50 жалоб на действия судьи. Все понимают одно очевидно, что нету наказания, нету должного контроля и надзора над всеми этими нарушениями, массовыми нарушениями, как в основе по отношению к народу, тому бесчинству, которое идет, так и уже в самих судебных производствах. Сейрана Салиева, Мемета Белялова и Тимура Ибрагимова арестовали более 2 месяцев назад в Бахчисарае. Вместе с ними Марлена Сулеймана Асанова, Сервера Зикирьяева и Эрнаса Аметова. ФСБ обвиняет их в участии в запрещенной в России организации Хизбут Тахрир. Адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения подзащитным на домашний арест, однако судья его не удовлетворил. Защита настаивала, что обвиняемые никак не могут повлиять на ход судебного расследования, не могут скрыться от суда, от судебного разбирательства, а также как-то угрожать свидетелям, остались без внимания. Кроме этого, адвокат Эдем Семедляев сообщил, задержанным крымским татарам в СИЗО запрещают читать священную книгу мусульман. Ребятам до сих пор не дают Коран на арабском языке. Об этом они заявили и пишут постоянно жалобы. То есть мы считаем, что это определенного рода давление на них, потому что мы знаем, что для мусульманина, для верующего Коран является очень важным атрибутом, который он постоянно читает, и это его поддерживает. То есть таким образом они хотят сломить, видно, дух ребят.
Суд длился 2,5 часа. Судья отклонил апелляцию. Серан Салиев, Мемет Белялов и Тимур Ибрагимов будут находиться в СИЗО до 9 марта следующего года. Эльвина Титбулаева, Тарас Ибрагимов, Крым, Заман, АТР. Вместо больницы одиночная камера. Асана Чапуха, которого оккупанты удерживают в СИЗО по надуманным обвинениям, изолировали. Об этом сообщил председатель ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедля. Асан Чапух пережил микроинсульт и ходит только с посторонней помощью. Накануне он уже второй раз объявил голодовку. Он и его адвокаты требуют немедленного медицинского обследования в клинике. Адвокаты готовят жалобу в Европейский суд по правам человека. Асан Чапух – один из 4 фигурантов сфабрикованного дела о вымогательстве. Его задержали в конце ноября в Симферополе во время так называемой спецоперации. Есть информация, что вроде бы его перевели в одиночную камеру. И я оцениваю это и считаю, что сделано это было только для того, чтобы он прекратил голодовку, которую ранее объявил. И таким образом, я так понимаю, что в СИЗО пытается как-то оказать на него давление, чтобы он хотя бы прекратил голодовку, потому что если он этого не сделает, то состояние здоровья, которое сейчас я считаю и я расцениваю как критическое, может еще больше ухудшиться, что может привести, не дай бог, к необратимым последствиям. Уже месяц родственники не видели Кезима Аметова. Это еще один фигурант по делу о вымогательстве. По словам его дочери Наджие, родственникам известно только то, что отца содержат в камере с десятками задержанных. Условия содержания, говорит дочь, ужасные. В камере он находится не один, их более 20 человек. Вот, насколько я знаю, там даже одна койка делится на 2 людей, то есть, соответственно, там очень тесно. А по поводу его состояния, физическое нормальное, психологическое, моральное, с этим, конечно, немного похуже, потому что он сам в растерянности, он не считает себя виновным, естественно. Это были всего лишь добрые помыслы, хотели помочь бабушке. Она умерла. Эта новость их расстраивала абсолютно всех, они не спали по ночам. Оформление документов для взрослых и детей, пересечение границы со временно оккупированным Крымом. С этими и другими проблемами крымчане ежедневно обращаются в представительство президента Украины в Автономной Республике Крым. Руководство ведомства встретилось с представителями госучреждений, предоставляющих админуслуги жителям Крыма. Подробнее об этом далее в сюжете. Ольга приехала на заседание из Симферополя вместе с представителями крымских общественных организаций. У людей накопился целый ворох проблем, с решением которых они сами не могут справиться. Чаще всего из-за неправильного представления о требованиях українського законодательства. Людину запрошують до ШОІ, зараз будуть доглядати. Якщо в неї знайдуть паспорт російський, вона буде притягнута до відповідальності. Людина лякається, їй пропонують допомогти. В Госпогранслужбе заявили, наличие российского паспорта не является основанием для какой-либо ответственности. Ніякої відповідальності за наявність так називаного аусвайса немає, тому що держава України не визнає його за документ. За 3 часа совещания обсудили более десятка насущных проблем. Среди них, в частности, как сделать, чтобы родители с детьми проводили меньше времени в очередях, а также как проще перевести имущество, когда человек переселяется из Крыма на материк. В представительстве заявили, законодательство пока несовершенно, и в случаях, когда возникают проблемы, советуют обращаться к ним напрямую. Те люди, которые не знают, не могут, их вводят в заблуждение, они могут обратиться в представительство президента Украины в Крыму. У нас есть горячая линия, у нас есть личный прием, у нас есть электронная почта. И мы дадим подробный ответ, как поступить в том или ином случае. Руководитель представительства подчеркнул, такие рабочие группы будут продолжаться и далее. Це вже 4-та по рахунку нарада. До того була в Херсоні, Гринічеську, Каланчаку, сьогодні в Чаплинці. Ми будемо це продовжувати в 2017 році. Паралельно ми будемо запроваджувати інший рівень робочої групи у місті Київ. Євгеній Кучеров, Заман, АТР.
Энциклопедию оккупации Крыма презентовали в Крымском доме в Киеве. Так, сборник статей осужденного в Крыму журналиста Николая Семены назвал лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Оккупанты осудили Николая Семену за якобы призывы к нарушению территориальной целостности России. В Министерстве информационной политики Украины обещают издать книгу Семены «Крымский репортаж» на английском языке. Заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров лично знаком с Николаем Семеной и считает его настоящим профессионалом. Николу я знаю очень давно. Не могу сказать, что мы очень близко дружили. Мы сблизились в последние 1,5-2 года, после того, как возбудили уголовные дела. Но мы оба до сих пор не знаем, за что нас судили. Здесь где-то 900 с лишним страниц, более 300 публикаций. Написано искренне, правдиво, охватывает все стороны жизни оккупированного Крыма. В полном смысле слова энциклопедия оккупированного Крыма. Там и экономика, и наука, и здравоохранение, все. Межнациональные отношения. В течение 2 лет ему, наверное, не позволят выехать. Наша задача его только постоянно поддерживать как-то. Но, наверное, все равно он будет писать. Возрождение украинского кинематографа. Так председатель Верховной Рады Украины охарактеризовал фильм Ахтема Ситаблаева «Киборги», который сегодня показали в парламенте. Депутаты говорят, лента настоящая и поэтому пользуется таким спросом у зрителя. Была на показе и наша съемочная группа. Прокат «Киборгов» еще не завершился, но фильм уже стал рекордным по сумме сборов – более 17 миллионов гривен. Сегодня его демонстрировали в Верховной Раде в перерыве между заседаниями. Пришли депутаты и работники аппарата Верховной Рады. «Киборги» – символ несокрушимости и украинского духа, говорит спикер парламента, открывая показ. Мы не викликали цю війну, але вона прийшла на наші землі і вона проявила ціле покоління. Цілу плеяду незламних героїв, яких не змогли зламати московські орди Путіна. В фильме «Война цивилизационного выбора» между советским прошлым и европейским будущим, объясняет режиссер Ахтем Ситаблаев. Драматургия фильма такая, что ее поймет и иностранный зритель. А наш, украинский, главный посыл фильма уж точно услышал, уверен режиссер. Ця історія не тільки про захисників, не тільки про людей, які зі зброєю в руках захищають нашу країну. Ця історія про кожного з нас, про кожного, кому не байдуже. Відроджую віру в українське кіно, віру в українське мистецтво і в те, що ця тематика, вона зараз дуже потрібна. После просмотра депутаты делятся впечатлениями. Важко говорити, бо там правда. Там правда, яку багато хто з нас не знає. Це правда, це те, що сьогодні відлунює в серці кожного з нас. Просто спокійно дивитися цей фільм не можна, це дуже складне кіно. Кинотеатры планировали показывать «Киборгов» только неделю. Еле уговорили продлить до Нового года, говорит председатель парламентского комитета по информационной политике Виктория Сюмар. Кінотеатри не вірять в своє. Вони навіть анонси тих кіборгів не хочуть ставити перед фільмами. Между тем, на следующий год выделено 1 миллиард гривен на поддержку украинского кинематографа. Елена Стецюк, Заман, АТР. Стало известно, какую информацию слил России переводчик премьера Гройсмана. Это была информация о зарубежных поездках и переговорах премьер-министра. Об этом сообщили в СБУ. Заместителя руководителя службы протокола и переводчика Станислава Ежова задержали накануне на рабочем месте. Как Ежова выводят в наручниках из здания правительства, зафиксировал канал «Прямой», журналисты которого случайно оказались в нужное время в нужном месте. Чиновнику инкриминируют госизмену. На виконання завдань представників спецслужби Росії, а саме Головного розвідувального управління Збройних сил Російської Федерації, збирав службову інформацію Кабінету міністрів України, зокрема щодо зарубіжних поїздок та зарубіжних переговорів прем'єр-міністра України, яку під час особистих зустрічей, а також з використанням електронної пошти передавав представникам російської спецслужби.
Отставки генерального прокурора Юрия Луценко требует министр финансов Александр Данилюк. Он заявил, что ГПУ намеренно затягивает расследование уголовных дел в отношении бывших владельцев Приватбанка, в том числе и в отношении Игоря Коломойского. Речь идет о 5 уголовных делах, возбужденных по факту доведения банка до банкротства и выводе средств. Генеральна прокуратура робить наступне. Перше. Затягується розслідування справ щодо дій колишніх керівників та власників Приватбанку. Окрім цього, Генеральний прокурор дискредитував себе атаками на нові антикорупційні органи та неспроможні довести до суду важливі для країни справи. І тому він має піти у відставку. Я вимагаю відставки Генерального прокурора Юрия Луценко. Юрий Луценко, в свою очередь, заявил, что нынешнее заявление министра финансов – это попытка избежать уголовной ответственности за уклонение от налогов. Рассматриваю его заявление как банальное желание избежать уголовной ответственности. Государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату Данилюком 700 тысяч гривен налогов. Налоги Данилюку надо либо заплатить, либо сесть. Это все, что мы успеваем вам рассказать. Информационный вечер на телеканале АТР продолжается. Оставайтесь с нами. Спокойной ночи.